День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Высокие гости. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетили республику с рабочим визитом. Какие вопросы обсуждали и какие решения были приняты? Перспективы, Александр Сергеевич говорит о том, что к 2024 году он считает, что эта цифра может вырасти до 10 тысяч. Причем это высокооплачиваемые рабочие места, и это рабочие места, которые позволяют людям действительно проявить свой интеллект, свою креативность. Ожидание длиною 30 лет. Новый детский сад в селе Крест-Кытыл Намского района примет воспитанников уже в начале следующего года. Все население, общественность, дети, педагоги, родители, весь Намский улус мы ждали больше 30 лет. Для доставки грузов в северные районы республики будут использованы беспилотники. В Москве завершил свою работу форум-выставка «Транспорт России». Сегодня начинаются изыскания по продолжению дороги на Магадан. Наши магаданские соседи активно ставят этот вопрос, мы их поддерживаем. Во время раскопок в районе деревни Турейка Троснянского района Орловской области обнаружили останки якутского солдата Великой Отечественной войны. Действительно, чудом сохранившиеся фрагменты красноармейской книжки позволили специалистам лаборатории «Солдатский медальон» прочитать. Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6%. Так он вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум до 12 654 рублей. Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки в законодательство и в ближайшие дни внесет их в Государственную Думу. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении. Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1000 рублей больше, чем сегодня. Добавлю, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты к пенсиям. Поэтому важен даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут. Ну и о важнейших событиях этой недели в нашей республике. Резиденты территории опережающего развития Якутия представили свои проекты министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. Они направлены на развитие местного производства строительных материалов и оборудования в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также функционируют тепличные комплексы и ювелирно-гранильный кластер. В рамках визита министр осмотрел ход строительства второй очереди третьего этапа круглогодичной теплицы «Саюри». Проект является единственным сельскохозяйственным предприятием не только в Российской Федерации, но и во всем мире, который создан с применением инновационных технологий на вечно мерзлых грунтах в сурово природно-климатических условиях Крайнего Севера. Открытие второго этапа третьей очереди теплицы планируется в декабре. В соответствии с производственным планом на этот год предприятие планирует вырастить 1428 тонн продукции, с выходом на проектную мощность со следующего года до 2274 тонн урожая ежегодно. Создавать новый бизнес, новое производство, платить людям зарплату – это огромная ответственность, бороться за рынки. То, что у резидентов Торг-Кангаласы это получается тоже непросто. Не все
по гладкому идет. Но то, что получается, это отрадно. То, что это только первая глава, и за ней должна быть и вторая, и третья. Нужно развивать логистику, нужно увеличивать масштаб этих предприятий. И очень импонирует, что ребята смотрят на свою работу как на очень динамичный процесс, как на процесс роста, и не ограничивают себя низкой планкой. У всех амбиция быстро расти, осваивать технологии, завоевывать рынок не только якутский, продавать в Россию, продавать на экспорт. Ну а о том, что Якутия является лидером Дальнего Востока по развитию высоких технологий, заявил Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе в рамках рабочего визита посетил технопарк «Якутия». Также он провел ряд заседаний по развитию IT-технологий в регионе. Тему продолжит Власий Сергеев. Работа делегации началась с посещения IT-парка, где были представлены ведущие проекты республики. С Юрием Трутневым разработки внимательно изучали представители технологического фонда «Восход», которые отбирали лучшие проекты для дальнейшей поддержки и финансирования. Мы профинансировали 37 проектов, по 2 миллиона рублей в проект, и мы самый активный венчурный фонд на Дальнем Востоке. То есть только в Якутске, на самом деле, если честно сказать, есть проекты, готовые к финансированию венчурных фондов, потому что всем венчурным фондам нужны не просто презентации красивые, а действующие проекты, у которых есть выручка. Одним из самых актуальных проектов, представленных в технопарке, является бетукладин, препарат, который разработали ученые Института биологических проблем и крилетозоны. Данный БАД подходит не только для профилактики COVID-19, но и для восстановления тех, кто им уже переболел. Мы сейчас получили заявки от медицинских учреждений. В первую очередь будем удовлетворять их потребности. Кроме того, вместе с нашими коллегами из Москвы мы будем создавать в ближайшие месяцы крупное производство бета-клодина. Ориентировочно он может быть выведен на рынок не ранее лета 2022 года. Юрий Трутнев заинтересовался проектом и попросил своих коллег детально изучить его. В случае, если показатели препарата окажутся действительно настолько эффективными, то постпредство Дальнего Востока окажет помощь в производстве и продвижении этого препарата. У нас есть, так скажем, по стечению обстоятельств люди с медицинским образованием в составе полпредства. И соответствующие поручения сделают, они с вами обязательно свяжутся. Вы вместе с ними пообщаетесь, и мы дальше посмотрим, как мы сможем помочь. Хорошо? Спасибо. А вам так успехов. Спасибо большое. Спасибо большое. Также Юрию Трутневу представили проект будущего креативного кластера «Квартал труда», первого на Дальнем Востоке технопарка в сфере креативной индустрии. В нем будут размещаться производители цифрового контента, аниматоры, кинопроизводители, художники и другие специалисты. Ожидается, что кластер будет введен ближе к концу 2022 года. Всего мы планируем, что у нас будет 150 резидентов, в которых будет создано свыше 1000 рабочих мест. Причем мы этот проект реализуем на базе старого полузаброшенного здания, 76 года постройки. То есть, по сути, такая вот отправная точка редевелопмента всего этого промышленного района города. То есть мы уверены, что в целом этот район преобразится и подтолкнет также собственников, которые помещения находятся поблизости, тоже к тому, чтобы они инвестировали в развитие своих зданий, помещений. По итогам мероприятий Юрий Трутнев отметил, что порядка 85% объема продаж высоких технологий на Дальнем Востоке осуществляется именно в Якутии. Достижение таких показателей стало возможным благодаря 3500 человек, которые на сегодняшний день работают в сфере высоких технологий. А перспективы, Александр Сергеевич говорит о том, что к 2024 году он считает, что эта цифра может вырасти до 10 тысяч. Причем это высокооплачиваемые рабочие места, это рабочие места, которые позволяют людям действительно проявить свой интеллект, свою креативность, ну и помогают развивать высокие технологии в Российской Федерации, что считаю крайне важным. Якутия сохраняет лидирующие позиции в сфере высоких технологий. Так, по итогам 2020 года республика вошла в топ-10 регионов страны по экспорту IT-услуг. А по Дальнему Востоку Якутия остается на первой строке. Власий Сергеев, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутск. Ну а начался рабочий визит Юрия Трутнева в Якутию с поездки в село Бяськёль. К пожароопасному сезону в регионе начнут готовиться уже весной. Об этом заявил Айсен Николаев. Финансирование кратно увеличили при поддержке федерального центра. Подробности поездки в горный район в материале далее.
Семья Дмитриевых уже месяц как перебралась в новый дом. Построенный в рекордные сроки, он выдержал первые 40-градусные морозы, пришедшие на прошлой неделе в Бяскюль. В семье 4 детей. Все разместились в просторном двухэтажном здании. А скоро еще и дворовые постройки восстановят. Детям очень нравится. Они вот на 2-м этаже, там уже у них общие, там уже комнаты девочки и мальчики. Им очень нравится, дети радуются. Главное, чтобы детям было хорошо. После того, как наш дом сгорел, не знали, что сделать. Да, например, не думали, что построят так быстро дом. И, конечно, были сомнения, что за короткое время построенный дом будет таким теплым, да, уютным. Не знали, конечно, но сейчас холода только приближаются. Конечно, волнуемся, что дом потерпит, не потерпит. Будет ли холодно, например. Сейчас на данный момент где-то 30 градусов, да, на улице, поэтому, пол, конечно, теплый. Дети босиком ходят. Навестить новоселов приехал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он в рамках рабочей поездки посетил Бяскюль, проверил, как строители выполнили задачу, поставленную главой республики Айсеном Николаевым, и отметил, что, несмотря на сжатые сроки, все поручения выполнены. Вы знаете, самое главное, что люди довольны результатом. Более того, даже когда их спросил, строили быстро, если какие-то недоделки, хозяйка дома оглянулась и сказала, а недоделок-то и нет. Это здорово, когда за 2,5 месяца выполнена такая работа. Построено 34 дома. Дома построены в той же площади, в которой они были у людей. И никаких жалоб, никаких замечаний у людей не возникло. Здесь все работали. Я хочу и руководство республики поблагодарить, и компанию «Алрос», и компанию «Роснефть», которые помогли профинансировать строительство домов. Поэтому мы можем говорить о том, что поселок восстановлен. Глава республики, в свою очередь, рассказал, готовиться к пожароопасному сезону начнут уже весной, и в этом поддержит федеральный центр. Якутии нужно быть готовой к не менее жаркому лету, резюмирует Айсен Николаев. Уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу. Это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, это и закупка техники, это и правильная подготовка плана тушения пожаров. И самое главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров по весне, чтобы людской фактор минимизировать. А летом, когда придет сезон уже сухих гроз, мы должны быть максимально готовы для того, чтобы оперативно всем работать по тушению пожара. Мы, конечно, понимаем, что сухая, жаркая погода, она наверняка и будет и в следующем году, и мы должны быть максимально к этому готовы. Тем временем жители Бяскюля уже не вспоминают о тех страшных днях, когда потеряли крышу над головой. Сейчас у каждой семьи есть не только теплый уютный дом, но и все блага цивилизации. Высокоскоростной интернет, свет, вода, газ, благоустроенная территория вокруг. Но в целом все довольны. Дома теплые, дома экологичные, и все коммуникации работают хорошо, люди довольны. Самое главное тщательно отслеживать правильность исполнения всех технологических процессов. Такими и должны быть села, современными, комфортными для проживания. Теперь у Бяскюля началась совершенно новая история. Кроме того, Юрий Трутнев в ходе своего визита сообщил, что школе и культурно-спортивному центру быть. С этой инициативой к Владимиру Путину глава республики Айсен Николаев обратился в августе и получил поддержку президента. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Бяскюль, Горный район. Мы обязательно продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Детский сад в селе Крест-Кытыл Намского района примет воспитанников уже в начале следующего года. Здание полностью готово к приему детей. Осталось завершить оформление необходимых документов. Но строительство школы по соседству затягивается. Этот вопрос лично взял на контроль глава республики Айсен Николаев. Подробности в сюжете Мадины Халиковой.
Это здание вот-вот уже примет маленьких жителей села Крест-Кытыл Намского района. Рассчитано оно на 240 мест. Просторные помещения, собственный медблок, кабинет психолога, залы для занятий музыкой, спортом, современный пищеблок. Закрывает сад и потребность в ясельных группах. В трехэтажном здании разместили 12 групп, 2 из которых для самых маленьких, а также актовые, музыкальные залы, пищеблок. Ну а в одну из групп я сейчас хочу зайти и посмотреть сама. Ну и, конечно, здесь все самое современное оснащение. Уже можно и посмотреть, какие разноцветные интересные шкафчики и насколько здесь классный интерьер. Самой хочется впасть в детство и играть в эти прекрасные игрушки и оставаться даже на сон-час. К сожалению, конечно, в моем детстве таких детских садов не было, но были свои преимущества. Здесь, я думаю, дети будут с удовольствием оставаться и развиваться. Не оставили без внимания территорию вокруг, ее благоустроили, оборудовали пандусами для маломобильных граждан, сделали безопасные спортивные и игровые площадки. Летом самое то, чтобы заниматься активностями. Оценивать новшества, безусловно, будут воспитанники и сотрудники детского сада. Все население, общественность, дети, педагоги, родители, весь Намский улус мы ждали больше 30 лет. Так как мы сейчас находимся в деревянном здании, где нет ни благоустройства, ни современной детской площадки. Мы уже сюда переселяемся, вот в это новое каменное трехэтажное здание, в котором будут приспособлены и музыкальный зал, и физкультурный зал. Есть кабинет психолога, логопеда, есть методический кабинет. Нужно отметить, что в Крест-Кытыле было 2 дошкольных учреждения, оба деревянные и в аварийном состоянии, так как построили их еще в прошлом веке. Ветераны вспоминают, как работали в этих детских садах и желают коллективу удачи на новом месте. А вот построился новый детский сад, поэтому я очень рада. Ну, наша мечта сбылась. В детском саду работала 42 года, воспитателем работала, потом педагогом, психологом работала. Ну, это пожелаем нашим девушкам, которые работают, желаю успеха в дальнейшем. Пусть дети нашего хаматинского наследия гордились своим детским садом, они берегли вот такую хорошую здание. Пусть они работают успешно. Проверить, как справились со своей задачей подрядчики, приехал глава республики Айсен Николаев. Он отметил, крайне важно, что такие объекты возводят не только в крупных городах, но и маленьких селах. Я вообще, когда бываю в наших современных детских садах, я всегда рад за наших детей, которые уже с дошкольного возраста приобщаются не только к занятиям спортом, искусством, но они уже, например, сейчас уже здесь будут уже иметь свой компьютерный класс, имеют абсолютно такое современное обслуживание, новые методики образования. И, конечно, я уверен, что благодаря этому новое поколение якутян будет еще более развитым, более современным. И, конечно же, я рад, что в этом детском саде, как и во множестве других детских садов Якутии, всегда сохраняется наша культура. Возвели этот детский сад по нацпроекту «Демография». Средства выделили из бюджетов всех уровней – федерального, республиканского и муниципального. А это более 380 миллионов рублей. По профильной программе в республике строят множество соцобъектов в разных районах Якутии. Мы в этом году, в плане у нас строительства 8 садов, 3 из них введены, и 5 уже ждут на днях. В эти дни мы откроем еще 5 садов. И таким образом мы тоже обеспечим детскими садами с ясельными группами. Они новые, поэтому требования к ним новые. Поэтому такие сады большие появляются у нас и в сельской местности, и в городской местности. И если здесь нареканий по сдаче нет, то строители школы на 220 мест в Крест-Кытыле отстали от графика. Незапланированно на объект приехал глава республики во время своего рабочего визита в Намский район. Он отметил, Минстрой Якутии должен привлечь дополнительные ресурсы и достроить школу к началу следующего года. На месте организовали совещание. Здесь у нас строится по национальному проекту образования каменная школа. Тоже объект большой. Вместе с тем, конечно, темпы строительства отстают от тех темпов, которые здесь были, например, в детском саде. И я поручил, чтобы в обязательном порядке на это обратило внимание и Министерство строительства, и служба государственного заказчика, чтобы, безусловно, в сроки качественно объект был
достроен и сдан, и чтобы в Хамагате одновременно появился и детский сад, и появилась современная красивая каменная школа. Сейчас учреждение располагается в старом одноэтажном здании. Новое должны были возвести к концу 2021-го, но из-за проблем подрядчика со стройматериалами и рабочими сроки сдвигаются. Приняты меры по усилению рабочих бригад, да, которые задействованы на объекте. Но мы сегодня видим, что этих мер пока недостаточно. Да, необходимо усилять работу по наружной части, да, по утеплению фасада, во внутренней части по отделке, по отделочным работам. В целом, с нашей стороны уже закреплен на постоянной основе технадзор службы государственного заказчика, который в ежедневном режиме находится на объекте, да, и координирует ход работ. Готовность объекта 75%. Осталось завершить монтаж кровли, утеплить здание. Школа состоит из 3 блоков. Там размещены учебные кабинеты, спортзал и интернат на 50 мест. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Крест-Кытыл, Намский район. День за днем. Новая аппаратура лучевой диагностики поступила в Алданскую центральную районную больницу. В стационаре появился платный рентген, а в городской поликлинике на более современные были заменены маммограф и флюорограф. Аналогичную установку также получила больница Нижнего Куранаха. Оснащение было произведено по республиканской программе модернизации здравоохранения. Продолжение темы в нашем сюжете. Маммографическое обследование на этом аппарате уже прошли первые пациентки. В рентген-кабинете Алданской городской поликлиники маммограф старого образца был заменен цифровым. Теперь данные пишутся не на кассету. Изображение по интернету сразу же поступает в лабораторный компьютер. Ежедневно маммографию проходят порядка 10 женщин. Маммографию у нас хорошо делают. Я почти у нас медкомиссия каждые 2 года, но я через год делаю. Нормально, хорошие девушки хорошо у нас делают. С 39 лет женщинам необходимо проходить маммографию раз в 2 года. Обследование позволяет выявлять на ранних стадиях различные новообразования. Процент онкологических заболеваний остается высоким, а полное излечение возможно лишь при своевременно начатом лечении. У нас очень много женщин болеет с грудью, поэтому они очень важны. И особенно в связи с этим коронавирусом, всем обследоваться, мы же не можем ездить в Якутск. Диагностическую аппаратуру Алданская ЦРБ получила по республиканской программе модернизации здравоохранения. Новый аппарат был установлен в кабинете флюорографии. Данное обследование каждый человек должен проходить не реже 1 раза в год. Врачи отмечают, что большой процент серьезных заболеваний обнаруживается как раз при прохождении профилактических осмотров. Сделаем вдох, не дышим. Дышим. Флюорография выявляет как туберкулез и новообразования на ранних стадиях, так и иные патологии в легких и бронхах, в том числе очаги воспаления, пневмонии, фиброзы и плевриты. Прошли мы обучение на новом аппарате. Аппарат довольно-таки интересный. Каждый день проходит более 100 человек у нас на исследование. Кроме маммографа и флюороаппарата, Алданская ЦРБ получила передвижной палатный рентген. Он будет использоваться в стационаре для обследования тяжело больных пациентов. В рамках программы модернизации оснащение лечебных учреждений современным оборудованием продолжится до 2024 года. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ну и в продолжении темы профилактики. В Нерюнгри более 2 лет работает филиал медицинского центра «Белая роза Саха», специализирующийся на диагностике онкологических заболеваний у женщин. Сегодня его география расширяется. Обследование здесь проходят женщины не только с Нерюнгринского района, но и из соседних. Продолжит Екатерина Павлова. В центре «Белая роза Саха» пациентка может пройти комплексное обследование, направленное на раннюю диагностику онкологических заболеваний и онкологических патологий женской репродуктивной сферы и молочных желез. Такое обследование женщины проходят здесь совершенно бесплатно. За 2020 год хочу отметить, что расширились границы у нас, что много пациентов начали приезжать с Алданского района и из ближайших населенных пунктов Амурской области. Всего по итогам 2021 года за 10 месяцев всего прошло обследование уже более 4500 женщин. Из них патология выявлена практически у каждой 4-5 женщины. Своевременное выявление онкологических заболеваний является залогом эффективного лечения. 18 ноября я обратилась в «Белую розу». Прошла тут их обследование, которые у них есть. УЗИ малого таза, кольцоскопия, маммография.
Через 3 дня мне позвонили и попросили подойти. Когда я подошла, мне объявили такой страшный диагноз – рак. Вот, конечно, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Ну, продолжение я вам, наверное, так в 2 словах, конечно, был Благовещенск, Якутск, город Обнинск. Слава Богу, сейчас чувствую себя нормально. Что хочу сказать женщинам, что кроме вас о вашем здоровье никто не побеспокоится. Белая роза является уникальной возможностью за 15 минут выявить, есть у вас что-то или нету. Для вас подбирается удобное время, удобный для вас день. Подумайте, милые женщины, что здоровье только в ваших руках. Любая женщина имеет возможность пройти квалифицированное диагностическое обследование в центре. Оно включает в себя консультацию специалистов, гинекологов, онколога, а также ряд диагностик. Мы обратились сюда первый раз, потому что в нашем Алданском районе, к сожалению, нет таких специалистов, как в городе Нерюнгри. Я довольно-таки давно наслышана о Белой розе, то есть в Якутске открылся центр, сейчас в Нерюнгри, то есть нам как-то было проще доехать до города Нерюнгри, чем до Якутска. Естественно, дорога занимает очень много времени. И я наслышана про специалистов, что они раз в год, то есть девушкам, женщинам, можно проходить все обследования, то есть цитологию сдавать, маммографию. Первый раз приехала с города Алдана, порекомендовали, что клиника «Белая роза» очень хорошая. Хотелось бы со своим здоровьем как следует разобраться. Приехала сюда обследоваться. Информировали очень хорошо. В плане в том, что записывали, тоже быстро записали. Проблем дозвониться не было. Предупредили, даже предварительно перед тем, как поехать, нам позвонили. Сказали, что нужно с собой взять. Для прохождения комплексного обследования нужны всего 2 документа – полис ОМС и паспорт. Никакие направления не требуются. Регистраторы составляют маршрут, по которому пациентка поэтапно проходит все необходимые исследования и получает полноценную консультацию. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и обязательно продолжим после рекламы. Продолжаем программу. Будущее уже наступило. Для доставки грузов в северные районы будут использованы беспилотники. Работа транспортной отрасли страны шагнет в цифру. В Москве завершил свою работу форум-выставка «Транспорт России». Это ключевое событие, определяющее развитие всей транспортной индустрии на десятилетия вперед. Каким проектом в Якутии дали зеленый свет и какими видами пассажирского транспорта пополнится наша республика? Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Железные и автодороги, водные и авиасообщения – настоящий транспортный каркас страны. От них зависит, какой будет экономика, а значит и благосостояние людей. Поэтому идея от стратегии к реализации красной нитью прошлась по главной дискуссии форума. Минтрансом России разработан проект транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Кто должен прежде всего получить пользу? Прежде всего, это люди. Первые шаги уже сделаны. К 2023 году пассажирский речной флот Якутии пополнится как минимум 3 новыми судами класса «Метеор», которые в летнее время свяжут Джиганск, Сангар и Алекминск со столицей республики. Окно возможностей за счет новых технологий ждет и авиацию. Безбарьерное движение грузов в северные районы Якутии смогут обеспечить беспилотники. В поселке Тикси Булунского района планируем организовать кластер беспилотной авиации. Это позволит нам в разы удешевить доставку таких же продуктов питания. Мы обсуждали потенциальные маршруты внутри Булунского района с последующим масштабированием и как следующий шаг, Мусьянский район рассматриваем. Диапазон интересов Якутии связан и с мостовым переходом через реку Лена. Его уже именуют северным широтным поясом России. Ленский мост представляет собой 3-пилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах общей протяженностью около 15 километров. Уникальное сооружение позволит создать в республике мощный транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, авиационный и речной маршруты, а также автодороги федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. Первый этап проектирования, подготовка территории и строительства уже на реализации. Впереди основной 2-й этап.
непосредственное сооружение моста. Техническая часть документации у нас готова практически в полном объеме. Готовимся к заходу в экспертизу. Мост уникальный, в нем большое количество компонентов, которые производятся только за рубежом. По вантовой системе там уже больше 70% испытаний именно на экстремально низкие температуры уже выполнены. До 2030 года мы ожидаем, что с Ленским мостом транспортная доступность для населения нашей республики достигнет показателя 80,4%. Проект Ленского моста, как и транспортная неделя, закладывает фундамент будущих достижений. Среди актуальных тем на форуме также безопасность на дорогах и цифровизация транспорта. Будет развиваться железнодорожное движение. Сегодня начинаются изыскания по продолжению дороги на Магадан. Наши магаданские соседи активно ставят этот вопрос, мы их поддерживаем. Это, возможно, в ближайшее время приведет уже к началу строительства совмещенного моста автомобильно-железнодорожного через Алдан, но и другие направления. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Долгожданное открытие. На этой неделе глава региона вместе с мэром столицы торжественно открыли автомобильную дорогу по объездному шоссе. Ее ремонтировали несколько лет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На открытии работал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Теперь официально. После капитального строительства данного участка дорожники сдали объекты главе региона и мэру города Якутска. Напомним, строительство и реконструкция объездного шоссе начались еще в 2019 году. Сегодня эта дорога стала четырехполосной и полностью благоустроенной. 4,2 километра было отремонтировано. Дорога уложена в 3 слоя. Всего это порядка 200 тысяч квадратных метров. Но с учетом того, что еще была масса дополнительных работ, это порядка уже выходит 280. Помимо дорожников, здесь также вели работы и газовики. Они прокладывали трубы. Большую работу произвели и энергетики по установке наружного освещения. Помимо этого, специалисты установили металлические знаки. На торжественном открытии глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что это знаковое событие для жизни многих горожан. Безусловно, сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, руководство города, вообще жители, конечно же, нуждались в том, чтобы окружное шоссе наше стало отвечать современным требованиям, было расширено, было сделано так, чтобы соответствовать всем требованиям качества и самой дорожного полотна, и сопутствующей пешеходной инфраструктуры. Работы начались еще в 2016 году. Был сделан первый участок от Дзержинского до строительного рынка. Затем, после некоторого перерыва, началась уже работа по реконструкции участка более 4 километров, 4200. И работа сегодня завершена. Дорога у нас стала четырехполосной, с освещением, с разделительным барьером, с велосипедной дорожкой, с тротуарами. В целом, как отметил глава региона, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы рекордные километры автомобильных дорог. Это чуть менее 50 километров. А в планах на следующий год, как поделился глава Якутска, должны отремонтировать еще более 30 участков дорог. 35 улиц, обширный список. Сегодня по ним уже отторговано 8 улиц. Торги проведены. В ближайшее время будут проведены еще работы по 3 улицам. В плановом режиме работа ведется. В следующем году внимание дорожников будет направлено на самые проблемные улицы города. В следующем году предусматривается 34,5 километра. Мы должны ввести после ремонтов и капитального ремонта, и также строительства. Ну, если списочно, это у нас мы начали капитальный ремонт проспекта Ленина, это улица Ильминская, это начало Бабушкина будет, у нас она будет переходящей на 23-й год. Это значит, также мы продолжаем работу в пригородах. Винокурова улица будет тоже начата в следующем году, завершена в 23-м году. Улица Пирогова в следующем году мы должны тоже сделать капитальный ремонт. Ну, в общем-то, список довольно-таки большой. В конце хочется отметить, что все подрядные организации, которые работали на строительстве объездного шоссе в течение 8 лет, продолжат обслуживать участок по гарантии. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
10 лет прошло со дня укладки золотого звена Амуро-Якутской железнодорожной магистрали на станции Нижний Бестях. Там состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной десятилетию этого исторического момента. Такое событие стало завершением важнейшего этапа строительства Амуро-Якутской магистрали и значимым событием не только для республики, но и для всей страны. Тем самым было полностью завершено строительство 439 километров железнодорожного пути, предусмотренных проектом. Подход рельсов к Якутску. Ровно 10 лет назад мы от имени студенческих отрядов принимали участие в торжественном мероприятии. Более 10 лет наши ребята работали на строительстве объектов железной дороги Томмот Нижний Бестях. В далеком 2005 году мы начали работу с корпорацией «Трансролл Восток». И в течение длительного периода наши более 1500 бойцов студенческих отрядов трудились на этих объектах. Мы очень горды, что объект развивается, что местные кадры принимали участие и принимают участие в работе железной дороги. Новую модификацию своей аэролодки готовит ленский изобретатель Юрий Ильин. Его «Индигирка 500» уже прошла ряд испытаний как летних, так и зимних. Но впереди ждет новый тест-драйв. Помимо этого, у Юрия Ильина много других инновационных задумок. Ленский покоритель IT-технологий, конструктор-инноватор своими планами на будущее поделился с Анной Кожевниковой. Ленчане – народ изобретательный, и это, видимо, у нас в крови. Ведь осваивая северные территории много веков назад, человеку приходилось придумывать различные приспособления, чтобы облегчить свой быт. Современный Homo sapiens не отстает от своих предков. Так, в прошлом году на техническом небосводе Ленска появилось новое имя Юрия Ильина. Он сконструировал аэролодку, у которой нет аналогов. По ней можно не только бороздить просторы нашей матушки Лены, но и пробираться по мелководью, а зимой сквозь снежные торосы. Идея доказать, что в Якутии можно производить нечто инновационное, у известного ленского предпринимателя возникла давно. И неудивительно, что именно ему пришла такая мысль, ведь все проекты Юрия Ильина, реализованные в Ленске, были стартапами. В один прекрасный момент мы решили, что тоже чего-то можем. Поэтому проехали по всей стране, посмотрели производителей, кто на что способен. И вот решили свое сделать. То есть везде подобрали ошибки, у кого какие есть. Максимально постарались их устранить. Эта лодка уже прошла не один тест-драйв, она испытана расстоянием до Якутска и обратно. Путь вышел 21 час по течению, 23 против. Скорость 82 км в час, расход топлива 300 граммов на километр. А вот по снегу скорость достигает 150 км в час и расход топлива меньше. Это уже не виртуальный прототип, а прошедшая сертификацию модель, испытанная в Финском заливе при 3-бальном шторме. В прошлом году модель этой лодки уже прошла испытания по снежным торосам. В этом ее ожидает проверка на морозоустойчивость. Преимущество данной аэролодки, во-первых, легкость, то есть вся конструкция вместе с мотором, снаряженная масса 550 килограмм весит. Во-вторых, это маневренность, то есть ни одной лодки не получается достичь такой маневренности. Маневренность достигается за счет штурвала и управления рулевыми тягами. Мотор стоит вазовский, 21-126, доработанный. То есть, по сути, вся начинка канадская и японская. То есть, дроссельная заслонка Денса, форсунки Денса, поршневая канадская Федерал Магу. То есть, коллектора самодельные мы видим доработанные, то есть, укороченный впрыск. Ну и по мелочам маховик облегченный. Эта аэролодка не имеет аналогов во всем мире. Ее преимущества можно перечислять и перечислять. Но основные из них – безопасность, экономичность, управляемость, скорость. Данная лодка может пробраться в самые труднодоступные места, а также зимой по торосам и снегу. Но самое главное, что данный водный транспорт собирают ленские мастера. Такой универсальный транспорт будет востребован как у профессиональных охотников и рыболовов, так и у спецслужб, таких как МЧС. Несмотря на то, что Юрий – конструктор-самоучка, он не стоит на месте, а постоянно вносит инновации в свое изобретение. Наши лодки прошли летние испытания, по нашим речкам прошли более 5000 километров. То есть лодки подтвердили все заявленные характеристики, то есть это экономичность, надежность. С лодками ничего не случилось за это время. Слава богу. То есть следующий у нас этап, наши лодки должны стать беспилотными.
А это непростой процесс. Создать беспилотный автотранспорт куда легче, чем водный. Здесь необходимо учитывать массу особенностей передвижения по водному пространству и непредсказуемость природной стихии. Беспилотная модель аэролодки позволит использовать ее в таких ситуациях, когда необходимо доставить какой-то груз в точку, куда не отправишь человека, или забрать людей из определенного пункта назначения, не теряя времени. Если я, допустим, на ней сам приеду, а мне оттуда надо вывезти 2-3 человека, то есть все равно кому-то придется остаться. То есть, а так она может приехать, привезти груз, ну то есть оказать какую-то помощь. Ну а пока Юрий готовит базу для содержания аэролодок. А параллельно ленский изобретатель повышает свой уровень знаний, обучается сразу по 5 направлениям, изучает IT-технологии, искусственный интеллект и многое другое. Он резидент технопарка в городе Якутске, а также принимает участие в различных российских форумах. Ведь чтобы всегда быть в тренде и совершать инновационный прорыв, необходимо самообразование. Не о всех своих планах рассказал ленский бизнесмен. Большинство оставил в секрете, чтобы было чем удивлять в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ну а сейчас мы снова прервемся буквально на минуту. Не переключайтесь. Искать значит помнить. Поисковый отряд «Застава» святого Ильи Муромца во время раскопок в районе деревни Турейка Троснянского района Орловской области обнаружил остатки якутского солдата Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Сивцева. Деревня Турейка расположена рядом с Курской дугой, где с июля по август 1943 года прошла одна из самых крупных и важных сражений Великой Отечественной. Курская битва, унесшая впоследствии жизни более 250 тысяч советских солдат. О работе поисковиков в сюжете Ульяны Шагиной. Красноармеец Сивцев Иван Федорович, 1908 года рождения. Место рождения – город Якутск, Якутская ССР. Служил в составе 1035-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии. На сайте Министерства обороны можно проследить боевой путь солдата. Эти же данные записаны в красноармейской книжке солдата, пролежавшие ровно 78 лет в сырой земле и сохранившиеся чудом кусочки самых важных данных. Восстановить удалось только благодаря опытным специалистам в лабораторных условиях. Они и есть красноречивые свидетельства судеб тысяч солдат и офицеров, павших на поле боя. Действительно, чудом сохранившиеся фрагменты красноармейской книжки позволили специалистам лаборатории «Солдатский медальон» прочитать эти записи. Вот. И мы с большой надеждой обращаемся к жителям Якутии на то, чтобы, может быть, найдутся родные и близкие героя. Третья по счету экспедиция опытной поисковой группы «Застава» святого Ильи Муромца завершилась недавно. Она прошла неподалеку от деревни Турейка Троснянского района Орловской области, где в 1943 году прошла знаменитая битва на Курской дуге. Практически каждый год проводим до 3 полевых экспедиций. В этом году проводили работы с 27 октября по 7 ноября. Были найдены солдаты, 51 погибших воин. Часть воинов была установлена, и один из них уроженец города Якутска. Сивцев Иван Федорович, 1908 года рождения, призванный якутским РВК. Будем надеяться, что найдутся родные солдата, и солдат вернется с войны длиною почти 80 лет. Курская дуга после Сталинградской битвы – это фактически конечная точка в наступательных операциях фашистской Германии. С этих пор полностью вся стратегическая инициатива переходит на сторону Красной Армии. С этого пошло наступление наше на запад, и вплоть до 1945 года. С советской стороны оборону дуги держали более 1 300 000 советских солдат. Из них не менее 1000 якутян, в том числе и Иван Федорович Сивцев. Погиб в июле 1943 года, призван Якутским городским военным комиссариатом 4 марта 1942 года. В этой книге его фамилия, имя, отчество имеется. Но там маленькое несходство,
по дате, по году рождения. В книге «Память», изданной в Якутии уже в 80-х годах, датой рождения солдата отмечен 1905 год, а в военном билете – 1908. Также и место рождения – Усть-Алданский район, либо Якутск. При этом такие ошибки в книгах памяти имеют место быть, но могли ошибиться и при заполнении самих документов. Это, скорее всего, какая-то техническая ошибка. Ну, я надеюсь, что родные найдутся. У него была супруга Анна Петровна Сивцева, и он жил по адресу город Якутск, улица Пушкина, 30. У супругов Сивцевых в Усть-Алдане родился сын Иван. Инженер с высшим образованием. В 1976 году он по назначению уехал в село Кюсюрь Булунского улуса, где женился на Ульяне Михайловне. В том же году удочерил 9-месячную Саргулану. И хотя он не является родным по крови мне человеком, мы все равно очень взволнованы этим событием. По словам моей покойной матери, Иван Иванович проживал в Намском улусе. Поэтому мне очень важно, чтобы настоящие его родственники смогли найти своего деда. 3 декабря в памятную дату, День неизвестного солдата, поисковая группа планирует торжественно проводить в путь к родным останки найденных под Курском солдатов, в том числе и якутянина Ивана Сивцева. Это важно, чтобы каждый из них наконец-то обрел покой на своей родной земле. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Ну и, конечно, еще раз хочется сказать: вечная память героям. На этой неделе в Якутске прошел международный научный семинар «Четвертичная палеонтология и палеология Якутии» имени основателя музея Мамонта Петра Алексеевича Лазарева. Во время практической части семинара сотрудники крупных научных центров России взяли пробы тканей доисторических животных, найденных в нашем регионе. За исследованиями ученых следила и наша съемочная группа. В рамках научного семинара памяти Петра Алексеевича начаты работы по отбору проб на наличие палеовирусов, палеомикробиоты из образцов мелких млекопитающих, которые были привезены в этом году с бассейна среднего течения реки Колыма. Это скопление грызунов, погибли в позднем плейстоцене, аккумулировались в одном месте, и таким брикетом они были обнаружены в мерзлоте, привезены. Сейчас они оттаивают, и позже мы начнем отбирать пробы. Действительно, поскольку грызуны считаются переносчиками самых разных инфекций, особое внимание ученые-медики будут уделять мягким тканям и остаткам пищи в их желудочно-кишечном тракте. Снятие проб из этих доисторических мышей является важным событием для ученых-вирусологов. Общий биологический вопрос, который стоит перед нами, который заключается в изучении эволюции бактерий различных видов, в том числе эволюции тех бактерий, которые могут вызывать заболевания, инфекционные заболевания у человека и животных. И вот древние бактерии, которые обнаруживаются в ископаемых животных, в мерзлых мумиях ископаемых животных, это уникальная возможность сравнить древний генетический материал с современным и на основании этого сравнения получить информацию, уникальнейшую информацию о том, какими путями шла эволюция бактерий. К слову, хочется отметить, что это не первая работа по изъятию биологических проб из сохранившихся останков доисторических животных. Работа в этом направлении началась еще в феврале этого года. И за это время ученые-медики собрали уже более 100 образцов мамонтовой фауны. Сегодняшний отбор проб, который является уже третьим, на данный момент мы отобрали около 150 образцов различных от представителей фауны, потом различные почвенные образцы, энтомофауны, экскременты и прочее. Ранее таких фронтальных проверок, вернее выборок проб у нас не было. И исследования такого рода, они действительно в таком масштабе проводятся впервые. Результаты этих исследований станут известны в течение следующего года. Работа семинара завершается, а сотрудничество Северо-Восточного федерального университета и научного центра «Вектор» Института экспериментальной медицины имени Мечникова в самом начале пути. Впереди у них много совместных планов и открытий. Дмитрий Тмыров, Артем Алексеев, Якутск.
Тем временем выставка двух корейских художниц открылась в Якутске в культурном центре «Сергеляхские огни». Экспозиция представила более 30 работ, выполненных в традиционном корейском стиле. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. Лаконичная композиция, постельные тона и национальный колорит. Сюда, в Якутию, иностранная делегация привезла картины, которые по-настоящему можно назвать корейскими. Ведь главная цель выставки – донести до якутского зрителя всю суть жизни в Корее. В основном мы привезли такие картины, которые представляют традиционную корейскую живопись, чтобы жители Якутии смогли ознакомиться с корейской культурой и искусством через наши картины, смогли почувствовать наши теплые сердца и чтобы этот наш посыл смог согревать вас в эти холодные зимние вечера. Тем временем художница Пак Мион уже успела отметить для себя особенности якутской культуры. В первую очередь, разумеется, поразили морозы, но в памяти останется и кое-что другое. К сожалению, я еще не успела ознакомиться с якутской живописью, но я почувствовала, что здесь, в Якутии, тоже очень ценят природу. В отеле, в котором я остановилась, очень много разных оберегов и других национальных элементов. Увидев их, я подумала, что мы очень похожи и одинаково ценим свою культуру. Это не первая выставка корейской живописи, которая проходит в Якутске. Северо-Восточный федеральный университет сотрудничает с Кореей более 5 лет и ежегодно выступает одним из организаторов культурного обмена между республиками. Уже у нас в культурном центре проходит третья выставка корейских художников. Первая выставка это была очень известного художника с Кореи, Суксон. Ее работы были очень похожи, орнаменты на наши якутские. И такие для нас близкие, родные какие-то работы были. Но на этот раз тоже. Здесь в основном природа, разные работы привезли. Прийти и ознакомиться с выставкой можно будет до первых чисел декабря абсолютно бесплатно. Уже после экспозицию везут в город Покровск Хангаласского района. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялся долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России маэстро Валерия Гергиева. Этот уникальный концерт состоялся в рамках мероприятий к столетию Якутии, утвержденных полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Маэстро Гергиев рассказал о сотрудничестве Мариинского театра и Якутии и отметил важность строительства арктического центра. Также результатом плодотворного сотрудничества стало участие в единственном концерте симфонического оркестра Мариинского театра в рамках празднования столетия образования ЯССР, симфонического хора филармонии Якутии и музыкантов оркестра «Симфоника Арктика». Кроме того, якутские музыканты с успехом выступают в одном из залов Мариинки. Здесь настолько важнейший и не только для республики, а для всей Российской Федерации проект, который должен быть реализован очень успешно. У нас большой опыт есть создавать концертные залы, строить новые театры и работать не только над, скажем так, вопросами строительства или вопросами технического совершенства или технического оснащения, но самое главное – это залы, приспособленные для музыкального, высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100 лет, и 200, и 300 лет назад, акустика. Поэтому я обратился даже к публике с этим, и обязательно поговорю с главой республики и всячески будем способствовать тому, чтобы зал сразу был, если так можно сказать, обречен получить очень высококлассную акустику. Это самое главное. А все остальное наполнить потом этот зал программами, сотрудничествами. Тут есть замечательные музыканты, и мы подключимся, так что это не будет самым сложным. Уникальный концерт маэстро Гергиева был сопровожден классическими музыкальными произведениями. Со сцены Якутского театра оперы и балета прозвучали знаменитые мелодии Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Иоганна Штрауса и Александра Скрябина.
Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя. Помните, что единственный способ остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.